Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за ваши лайки, за ваши прекрасные комментарии, за вашу помощь и вашу поддержку. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, что он думает о вас прямо сейчас, в этот самый момент. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, и пусть песочек нам все покажет и все расскажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность и ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а мужчину явно накрыло. Накрыло. Здесь мужчина рвет и мечет. У него просто какой-то спектр эмоций, и все они направлены острыми такими иглами в вашу сторону. Ревность, обида и какое-то обостренное чувство собственника. Ну, тут явно мужчина вас приревновал. Причем так сильно-сильно, аж до скрежета зубов, аж до белых костяшек на кулаках. Очень сильно приревновал. Аж какую-то больку в сердце испытывает. Вот такая сильная ревность. Не знаю, что-то вы ему сказали, либо где-то он вас увидел. Может быть, что-то опубликовали в социальных сетях, либо кто-то ему что-то о вас сказал. Вы все разные, у каждой по-своему отыграется. Но мужчина просто вот как раскаленная лава, да, рвет и мечет. К такому лучше близко не подходить, либо дать ему время, чтобы он немножечко остыл. Мне не нравится вот эта огромная птица, которая ему просто присела на ухо. Как будто бы ему кто-то что-то рассказывает, либо какую-то информацию сообщает. Может, даже какую-то наводку дали. Ну, допустим, скинули фотографию, да, либо написали, да, посмотри там в соцсети, смотри, что твоя делает. Либо кто-то сказал, что вот я там твою видел с кем-то, там в какую-то машину садилась, либо с каким-то мужиком общалась. И вот у него прям эта волна ревности, она ему просто глаза закрывает, мозг блокирует, и она так гуляет, знаете, по нему туда-сюда, туда-сюда. Да, понесло вашего мужчину. Сейчас хочу сразу на оракуле посмотреть, что это такое. Что это его так накрыло сильно-сильно. Не знает, что ему делать, как взять себя в руки. Девчонки, если мужчина у вас пьет, ну, выпивает, то, скорее всего, сегодня он точно в зюзю напьется. Потому что он просто не вытянет это эмоциональное давление. Да, вот эту ревность и то, что на него накатило. Что с ним произошло? Мыши. Я же сказала, что кто-то говорит ему что-то. Какая-то подлость идет. Подлость. Сообщает ему информацию. Сообщает. Возможно, какой-то друг. Друг либо с вашей стороны, да, подруга, либо с его стороны. Типа друг какую-то гадость о вас сказал. И солнце потухло для него. Разговоры, да, это точно разговоры, обсуждения и, знаете, как шепотом на ушко было, шепотом на ушко. Типа тайну открыли, что вы там ему изменяете. Господи, прям тяжело, больно. Ему, знаете, кажется, что нужно вот просто бежать, куда глаза глядят, либо к вам бежать и вас вот прям трясти. Правда ли, что ты мне изменила, либо ты не любишь меня, либо от вас бежать, от этой боли бежать. Ну, прям разрывает мужика. Боже, как же ему больно, как же ему плохо. Да, информация какая-то пошла. Информация. Причем информация, знаете, для чего пошла? Для того, чтобы похоронить ваши отношения. Вот закопать, в гроб положить и похоронить. Кому-то очень хочется, чтобы вы расстались. Очень-очень хочется. Здесь конкретно цель, да, разрушить ваши отношения. Тучи навести. Хорошо, кто это делает? Давайте еще перемешаю, посмотрю просто, кто это делает конкретно. Для
чего понятно, да, чтобы разрушить. Хотелось бы узнать, кто вот эта птица, которая присела ему на ухо. Кто конкретно? Кто конкретно? Здесь показывают какую-то женщину, которая ищет своего шанса. И эта женщина через кого-то пытается разрушить ваши взаимоотношения. Знаете, как кого-то попросила, да, чтобы вам сообщили, вернее, не вам, а ему сообщили вот такую плохую информацию. Раскрыли ему вот информацию, да, глаза на вас, чтобы раскрыли. Это какая-то женщина. Женщина, знаете, еще идет, что женщина либо красится очень ярко, либо она крашеная. Кстати, и крашеная, и красится ярко. Вот по ее просьбе это все, опять те же самые карты идут. Хочется, чтобы вы расстались на раз и навсегда. Что за карта? Да. Ей хочется этого мужчину себе. И вот она уже не знает, каким образом можно вас разлучить. Ваша личная жизнь с ним, ей прям глаза мылит. И вот она кого-то подговорила. Ну, не зря эта птица присела, и ему эти гадости говорит. Накрывает, девочки, накрывают. В целом, вот если абстрагироваться от его состояния здесь и сейчас, то мужчина очень серьезно на вас настроен. Смотрите, здесь лодка, здесь якорь. Видите, вот он якорь. И, кстати, в картах очень часто якорь выходил. Рыбка и сердце. То есть мужчина очень серьезно на вас настроен. Он видит свое будущее именно с вами. И именно с вами он хочет бросить якорь. И именно с вами он видит и свою семью, продолжение рода, и какие-то достижения. Кстати, у кого-то даже отыграется, что ради вас мужчина мечтает что-то делать, да, чего-то добиваться, что-то достигать, получать, ну и, соответственно, вам приносить. Да, ревность. Вы знаете, эта ситуация, она не сработает так, как задумано. Да? Вы не расстанетесь от этого. Это только укрепит вашу любовь и ваши взаимоотношения. Знаете, вот эти тучи, они разойдутся. Причем разойдутся гораздо быстрее, чем вы могли думать. Мужчина будет пытаться примерить рога, но они ему не по фасону, они ему не подойдут, и он это поймет. Может быть, ваша деликатность, разговор с вами все исправит. Может быть, он сам, да, вот посидит, подумает и скажет: да ну нет. Я же заглядывала в ее глаза, она же мне говорила о любви, да, вот как поймет, что его обманывают. Здесь все, что между вами сейчас происходит, и то, что происходит с ним, не отдаляет, а наоборот вас сближает, наоборот усиливает ваше стремление друг к другу и усиливает любовь друг к другу. Да, в каждой паре тоже бывают такие моменты, и очень часто есть те, кто против того, чтобы кто-то был счастлив. Там, из-за ревности, из подлости, из противности. Да, разные причины могут быть. Но, еще раз говорю, здесь женщина, которая чужими руками, да, через сплетни, через оговоры, наговоры решила вас разлучить. Мужчина получил эту информацию, ну, буквально вот сегодня, да, может быть, несколько часов назад. И она его, как, знаете, такой кулак боксера ударила прям в самый нос. Да, голова закрутилась, закружилась, эти искры из глаз посыпались. Ему просто нужно немножко времени прийти в себя. Девочки, если он вам не отвечает на звоночек, там, на смс-очку, не паникуйте, все хорошо. Он сам совсем разберется. Разберется с тем, что это все ложь, что это все обман, что нет никакой измены, что вы честна, что вы верны, что вы любите. Он с этим разберется. И поверьте, будет обратный эффект. Он не откажется от вас, наоборот, он еще ближе станет к вам. И вот то, что, например, он задумывал, там какие-то предложения, какие-то признания, там совместное времяпрепровождение, он это все ускорит, да. Может быть, буквально там завтра, послезавтра он там будет на вашем пороге с классным предложением куда-то вместе поехать, вместе пойти. Не знаю, там, объединиться, съехаться, поехать на отдых, что-то совместное купить, сделать. То есть какое-то предложение еще придет. Дайте ему время, чтобы костер этот потух, да, чтобы пожар у него в голове потух и в сердце.
Он хороший человек, да и вы очень хорошая женщина. Вы очень сильно друг друга дополняете. Хоть вы и разные, но друг друга вы очень дополняете. Дополняете. Я вижу, что в самом начале то ли вашего знакомства, то ли ваших отношений как-то не складывалось. Да? Либо вы не сразу сошлись, либо вот что-то было такое. Да? Может быть, вы не до конца были уверены, он не до конца был уверен. Но, несмотря на все это, вы очень сильно друг к другу притянулись. И у кого-то из вас вот явно идет вот эта связка. Да? Вы в связке идете с ним. В связке. Хорошая вы пара, хорошая. Я вижу, что у вас какой-то совместный праздник скоро будет. Либо это какой-то конкретный праздник, да, какая-то знаменательная дата, либо вы друг другу устроите праздник. Что-то прям веселое, такое фонтанирующее между вами произойдет. Да, не получится. Ни у кого не получится вас разлучить. А вы, девочки, будьте помудрее, поумнее. Если мужчина в таком состоянии, не надо его трогать, не надо ему ничего доказывать. Просто дайте ему возможность прийти в себя и остыть. А потом уже вы можете это все проговорить. И, конечно же, не становитесь в позу. Знаете, что все можно решить вербально, словами. Да? А от обид, криков, слез и упреков ничего хорошего в жизни не бывает. Будьте поумнее, будьте немножко помудрее. Вы ведь тоже горячая голова, тоже. Но нет, бояться вам каких-то соперников, разлучников не стоит. Потому что ваши чувства друг к другу гораздо сильнее, чем чьи-то мысли, либо разговоры. А мужчина, возможно, даже впервые в жизни испытал такую жуткую ревность. Ну, такой вот у него опыт, как говорится, крещения, да, первое крещение. Ничего, он это переживет. После этого, как я сказала, больше будет и любить, и ценить. А вот с птицей этой он еще разберется. Возможно, морду кому-то набьет. Да, и вы об этом узнаете. Спросите, зачем дрался? Да, он может не ответить. А я вам скажу, потому что ему этот человек про вас гадости наговорил, да, оклеветал, грубо говоря. Вот за это он ему морду и набьет. Будет такое, будет. Не сейчас, чуть попозже будет. Да, придет в себя, и опять у вас все будет замечательно. Девочки, он вас любит, так же, как и вы его любите. Знаете, вот тянется, у вас как взаимно идет. Вы к нему тянетесь, а он тянется к вам. Нет, вы пара. И для людей вы пара, и в глазах высших сил вы пара. И вот впереди у вас будет прекрасный праздник. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя, берегите свою любовь, и пусть у вас все будет замечательно. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.